Всем привет, я Александр Румянцев. Сегодня мой гость Михаил Шашурин. Он биолог, эколог, кандидат биологических наук, и мы будем разговаривать про биотехнологии, про биологически активные добавки в пищу. Вот это тема нашего сегодняшнего разговора. Привет. Здравствуйте. Занимаюсь на данный момент в основном как раз разработкой биологически активных веществ, добавок. Попутно являюсь еще заведующим отдела экологической, медицинской биохимии и биотехнологии. Как раз. Вот сразу сходу вопрос. Как давно начал вот этой вот темой заниматься? Если брать именно биологически активные вещества, не добавки, а вещества, да? Начнем. То, по сути, вот как начал работать в институте уже 21 год. То есть это вот как бы Да? тема со студенчества, Просто да? у меня первая тема работы научной была это экология, да? Но не просто экология, а экологическая биохимия. То есть я смотрел процессы биохимические в различных организмах, в растениях в первую очередь, как они изменяются от экологии, от внешней среды, от каких-то загрязнений или не загрязнений, а там других температуры, влажности и прочим, да. Все живые организмы, они всегда реагируют на внешнюю среду биохимическими изменениями какими-либо. В первую очередь это как раз-таки биологически активные вещества, потому что активные, это что значит? Это значит защитные. То есть они увеличивают приспосабливаемость организма к внешней среде. Естественно, что это все-таки было более такой фундаментальной наукой, то есть там не было такого особого выхода вот на биологические вещества, да. В первую очередь это был мониторинг экологический. То есть сбор данных, там, да, статистика. Да, то есть, допустим, я не знаю, возьмем тот же какой-нибудь одуванчик, да. Вот если он живет в загрязненной среде, у него будут определенные биохимические параметры. А у одуванчика, который живет в чистой среде, у него другие параметры. То есть, сравнивая их, измеряя, мы можем говорить о том, что в какой-то местности там грязно, так скажем. Условно грязно, да. А уже потом, после того, как я защитился, я начал работать именно с биологически активными добавками, да. Что такое вообще биологически активная добавка в общей сложности? Да? Давай посвятим. Это то же самое, что и вот у растений вот эти вот биологически активные вещества, то есть адаптоген. Они у растений сами вырабатываются, у человека могут не выработаться или их может не хватать. Да? Угу. Соответственно, нам нужно употреблять сверху что-то. И вот как раз вот этими добавками я занялся, разработкой их. И первая твоя разработка, если помнишь? Первая моя разработка, я в первую очередь участвовал в создании биопрепарата ягель. Это экстракт из ягеля. Угу. Он, наверное, уже достаточно известен у нас, по крайней мере, в Якутске. Да? А где его можно встретить? В первую очередь у нас в институте его продают. Мы одно время распространяли, и по аптекам было такое. Не, я имею в виду, в смысле, это вот, как сказать, таблетки? Это жидкость. Это жидкофазная. То есть типа капли? Да, там небольшое количество добавляешь в воду и выпиваешь 2 раза в день. Ага. Вот. Это ягель, это у нас не адаптоген, а как это? Детоксикант. Вот. То есть он снижает... Если прибухнул, да? И это тоже. Да, потому что, например, на основе вот этого ягеля были разработаны ряд водок, алкогольных напитков, да? Для чего туда добавлялся вот этот экстракт ягеля? Он снижает токсичность водки. То есть остается эйфория от алкоголя, но последствия, если, конечно, не перебарщивать, намного меньше, чем у водки, которая без этого ягеля. Я вот сейчас вспомнил начало 2000-х и водку Понтов с агрессивной рекламой, если кто помнит. Водка Понтов, это тоже я участвовал в ее разработке. Вот кто виноват. Да. Другой вопрос, что, знаете, там получилась интересная ситуация. К нам обратились ребята, которые собирались производить водку, и говорят: сделайте нам рецепт, рецептуру разработайте. Покумекали, подумали и сделали водку Понтов, да. Дальше получилось, что они у нас купили вот этот вот концентрат, который потом добавляли в водку. Угу. Достаточно много купили у института они. И сделали первую партию. Она пошла на ура.
Это наши местные производители были? Нет, это не местные производители, они просто нам заказали, у нас купили вот этот экстракт, который мы сделали. А производство вообще где А было? производство было, по-моему, в Муроме, что ли, где-то там в России. Ага. Я, честно, не знаю. Вот. И получилось, что они продали первую партию водки, она пошла на ура, всем понравилось, да? А они у нас больше никогда не покупали экстракт. А водка А водку продолжала? продавали, и сколько они лет? Лет 10, наверное, продавали эту понту. Ну, да. Вот. Ну, то есть вот получилось, что они купить-то купили один раз, раскрутили ее на нашем экстракте, и больше к нам не обращались. Соответственно, потом уже там этого у них не экстракта было и вот нет. этого экстракта, который мы делали. Потому что это достаточно сложный состав был, там много компонентов было. То есть они его не повторили? Они не могли его повторить. У них не То есть было... там тогда уже просто вот после первой партии, там, считай, По от сути, водки да. было одно название, Да. да? Я То есть сейчас не потом помню, по-моему, 145 литров вот этого экстракта, да? Ну, даже если они там добавляли, по-моему, миллилитр на литр водки. Ну, сколько? Ну, 145 тысяч, да, по-моему, получается, литров. Но они явно больше сделали за все свое время существования. Ну да, ну это вот как бы со временем продукция, она вот, как сказать, теряет свои первоначальные Ну, свойства, это, да? с алкоголем это достаточно часто бывает. Даже не потому, что там кто-то филонит или кто-то нарушает технологию, да. Есть даже такие примеры, что водка, та же водка, да, она теряет свои свойства, вот качество свое, да, из-за того, что ее на одном и том же оборудовании делают, а оборудование изнашивается. То есть сам производственный процесс немножко изменяется, и уже водка не та. Но это в принципе, как на вкус она не очень, да, а отравиться ей нельзя. Это не паленка, ничего такого. Это нормально все равно будет водка. Ну, то есть, когда вот, как в то время говорили, что типа надо вот, типа вот только вышло какой-то продукт, да, там водка, не водка. Типа вот вначале вот пробуешь, кушаешь, она нормально, лучше, там пьешь, да. там, или потребляешь, а потом уже она теряет свои свойства, там, Да. уже не тот эффект, и поэтому как бы продолжительно ее использовать нет смысла. Не в плане рекламы алкоголя вообще и питья алкоголя, да, скажу, что, в общем-то, алкоголь сам по себе тоже адаптоген. То есть это тоже продукт, его надо кушать, да? Главное не перебарщивать. Вот вообще со всеми биологически активными добавками нужно быть аккуратным с количеством, да. Ну как, те же витамины, да, вот, которые мы покупаем в аптеке, поливитамины, это тоже БАД, по сути. Я тоже своего рода ученый, Да. сказал Михалыч. И нельзя вот эти витамины бесконтрольно есть, правильно? Ну, да, В любом случае что-то вылезет из-за них нехорошее. То есть всегда нужно соблюдать количественный какой-то баланс, да. Вот если человеку назначено там, ну, к примеру, там у меня вес там 85 килограмм, вот мне какое-то количество чего-то нужно. Ну, вот я это количество и должен принимать. Если я буду сверх принимать, мне пользы это не принесет. Так это, в общем-то, со всеми БАДами абсолютно. А вот сейчас, допустим, производит якутский хлебокомбинат различные хлеба там с добавками, там, по-моему, тот же ягель и Опять же, наша разработка, да. бетукладин, по-моему. Бетукладиновый хлеб есть с ягелем и с бетукладином. Это вот две ваши Это разработки. две наших разработки, да, за последние как раз 2 года, получается. Ягелевый хлеб мы начали разрабатывать как раз, когда только к нам обратились, вот, ну, руководство хлебокомбината обратилось к нам, а сделайте нам что-нибудь вот такое интересное, вот, да. Но так как мы работаем с ягелем, у нас достаточно много разработок по поводу вот ягеля, из него различные вещества выделяем и прочее. У него очень хороший объект для исследований, да. И вот тут Естественно, да, и его тут много. Поэтому мы решили, а почему бы не ягель? Тем более это брендовое будет. В республике ягеля, наверное, мало кто может сравниться по количеству. Ну, просто завалить. Да, вся тундра наша, короче, да. Ну и поэтому решили, а почему бы не добавить ягель? Тем более мы знаем, что в том же Мурманске используют ягель в пищу. То есть мы не первые, да? Нет, не первые. Хлеб, попытки были делать хлеб с ягелем в других местах, но я вот точно не помню, есть ли еще где производители крупные, да. После вот нашего комбината, сейчас Саров есть такой город, вот там пытаются наладить производство хлеба тоже массовое с ягелем. Ну и мы решили добавить ягель. Мы знаем, что ягель он содержит синовую кислоту, например, да. Это природный антибиотик, но его там очень мало. Но в то же время его хватает, когда мы добавляем в ягель, там, я не помню сколько, 1%, кажется, на муку в пересчете, да. Хлеб перестает портиться так быстро, как раньше. То
То есть он там неделю может лежать и ничего с ним не случится. Вот. То есть, такие вот, да, вещи. А на следующий год, получается, мы начали работу с бетулином. Почему с бетулином? Опять же, потому что мы с бетулином работаем. Бетулин – это вещество, белое вещество коры березы. По сути, можно сказать, это березовая смола. Почему мы решили добавить бетулин? Бетулин обладает вообще вот просто массой различных полезных свойств. В частности, он, например, улучшает противовирусный иммунитет. Не сказать, что это прямо лекарство противовирусное. Нет, нельзя так говорить, да. Но общий противовирусный иммунитет он реально улучшает. Это уже показано врачами нашими, испытаниями различными. Вот. Например, в период пандемии. Да, вот как раз мы в период пандемии старались как можно больше сделать, распространить нашего препарата. Увеличился какой-то там, не знаю, сбор данных по этому поводу? Да, нет, сейчас на данный момент уже все исследования по сути завершены. У нас есть данные, которые точно свидетельствуют, что это помогает при ковиде. И не только, есть много других вирусных. Например, люди, которые от ковида пили вот, в целях профилактики препарат, они пили его долго, там порядка полугода, да? Они болели или? Они болели и потом пили, чтобы восстановиться, да? И у нас интересные данные появились, что, например, у людей папилломы исчезают. Папиллома – это тоже вирус? Да. Вот. То есть они пили полгода, хоп, и папиллома исчезла. То есть это тоже вот получается противовирусный иммунитет активировался. В плане хлеба с бетулином, почему мы решили его добавить? Опять же, бетулин, он, обладая вот большим количеством свойств интересных, полезных, так скажем, да, он практически не токсичен. То есть им, например, отравиться или там как-то вот навредить себе очень сложно. Это просто нереально сложно. Его надо, не знаю, сидеть полдня, ложкой есть. Порошок этот белый, чистый, чтобы там отравиться как-то, да? И то, наверное, просто из-за того, что кишечник не справится. Вот. Запор, наверное. Я не знаю, что там будет, я не пробовал, да? Естественно, что добавки в хлеб у нас идут дозированно, определенные тоже, небольшие. Но из расчета так, чтобы человек, в среднем сколько съедает вот хлеба, посчитано же. И мы где-то там вот половинчатую дозу делаем. То есть это терапевтическая доза, но она такая никак в принципе не может вредить. Единственное, как всегда, идет момент по вредности, это если индивидуальная непереносимость. Бывает у людей аллергия на разные вещества. То есть если там съел хлебушек и у тебя там начал чесаться, то лучше бросать это дело, да? Соответственно, что вот если у нас половинчатая доза там, да, никаких особых страшных каких-то последствий не должно быть. Да, почесался немножко, значит не буду есть, да. Такого, по-моему, еще ни разу никто не встречал у нас. Разъяренных клиентов не было, да? Не было. По поводу вот наших других вот разработок, опять же, вот бета-глукалин вспомнили, то, что вот конкретно препарат при ковиде, вот как называли, да, это, конечно, не при ковиде, потому что мы его разработали за 2 года до ковида. Вы что-то знали? Нет, мы ничего не знали. Мы его разработали не от ковида. В первую очередь мы его разрабатывали от гепатита. Причем тестирование первый раз вот этого препарата происходило на больных гепатитом. Уже когда на людях, имеется в виду. Гепатит? Гепатит Б плюс Д, самый опасный. Он практически, говорят, всегда летальный. Я, честно говоря, не знаю, не вдавался в подробности. Но это очень плохой гепатит. Вот. И получилось, что там на фоне обычной терапии лечения давали людям вот этот препарат наш, да, и у них пошло выздоровление. Там очень большой процент был выздоровевших. То есть типа 2 группы, которые там лечились как либо стандартное лечение плюс наш препарат. Потому что мы не можем назвать его лекарством, мы не можем лечить этим препаратом, это все-таки БАД. Но на фоне лечения стандартным каким-то методом, врачебным, да, всегда можно добавлять какие-то определенные препараты для лечения, для улучшения эффективности лечения, так скажем. Такое же исследование провели на базе нашего ЮНИТа, НПО фтизиатрия. Там был набор, у кого, по-моему, хронический туберкулез или как-то там какой-то определенный, с множественной лекарственной устойчивостью, вот. То есть туберкулез, который невозможно просто так вылечить обычными лекарствами, да? Обычными антибиотиками. Да. Не то чтобы обычными, которые противотуберкулезными, но к ним уже вот этот микроб он привык. Да? Набрали такую группу, это уже после было того, как на гепатите проверили.
И в течение месяцев 8, по-моему, ну там долгое лечение всегда. То есть тоже на фоне основного лечения добавляли вот этот наш препарат, да? То есть тоже 2 группы было, да? Да. И получилось, что люди, которые наш препарат принимали и получали стандартное лечение, они выздоровели, а те не все. То есть там вот устойчивость была множественная из-за этого. То есть типа вот первой группы там частичное выздоровление? Ну да, стандартное, как стандартный процент выздоровления. Да. Есть такое. А которые принимали, они прям все? Практически все, да. То есть там реальные были результаты такие хорошие. Но они сейчас практикуют это? Я не знаю, по-моему, не особо. Знаете, вот врач же не может назначать БАД. Даже если он знает, что этот БАД помогает, он не может назначать его так просто. Он может разве что порекомендовать. Ну да, то есть. Ну, как бы врачи, люди типа. Врачи тоже люди, они могут забыть, они могут там начать сомневаться или еще что-то. В смысле, они даже как бы не информируют, получается? Скорее всего, нет, я думаю. Может быть, информирует кто-то кого-то когда-то, может нет. Мы же не следим за этим, что там у них происходит в больнице. Опять же, как правило, знаете... Можно же понять, типа, у вас там столько-то объема покупали, ну, да. А потом меньше там. Ну, у нас как большой объем у нас был во время ковида, сейчас не очень большой покупок, вот и все. Да, все вылезли. Да. Отдельная категория людей приходит, которые знают по гепатиту, вот они берут именно от гепатита. То есть там есть категория людей, которые всегда приходят и говорят, вот не лекарство от гепатита, а не от ковида, как все говорят. То есть это у них получается поддерживающая терапия, да? Да, что-то такое получается. Ну, а самый первый препарат, разработанный вот у нас в лаборатории, конечно, это эпсарин, экстракт из пантов северного оленя. Это еще было задолго до того, как я пришел в лабораторию. А водки с ним не было, нет? Водка с эпсарином была тоже. То есть это с пантами или я помню? Ну вот тот же Пантов водка. Это вот там типа был и экстракт эпсарин. пантов, да, но там еще много компонентов было. Это сложный состав был такой, серьезный. Сейчас мы находимся в лаборатории Института биологии и криолитозоны. Я правильно сказал? Биологических проблем криолитозоны, лаборатория экологической медицинской биохимии и биотехнологии. Вот. На данный момент мы находимся в производственном цехе, где мы создаем как раз тот самый препарат бетукладин. Вот. Это Правда, установка, да? вот эта установка – это капсулятор. Вот здесь вот происходит капсуляция порошка, который мы производим. Ну, чуть позже покажем, где мы производим сам порошок. Вот. Это полуавтоматический аппарат, капсулятор. У него есть вот такая вот матрица, в которую забиваются капсулы, вот видно. Ну, потом поближе да? покажем. Ага. Вот. После этого идет наполнение капсул, вот здесь вот. Вот сюда заполняется порошок, сюда ставится вот эта матрица, и он ее наполняет автоматически, да? Дальше мы ставим эту матрицу вот сюда. И он тут типа крышкой капсулы одеваем, забивает, да? закрываем, нажимаем педальку, он ее чпок и закрыл. То есть у каждой капсулы есть замочек, она закрывается. Все. После этого мы ее вот посюда скидываем в емкость. Ну, а дальше уже капсулы идут на там, фасовку и на все прочее. Вот. Достаточно хорошая вещь. Нам ее республика купила, фонд будущих поколений. А это чье производство? Это Китай. А сейчас как? В условиях санкций? А что? Ну, в смысле, нормально будет? А они не могут у нас отобрать, мы купили. Не, я имею в виду в смысле обслуживания, там, запчасти, то все. В принципе, в Китае все можно купить. Ну, то есть Сейчас проблем не будет? Нет. Хорошо. Это вот когда мы используем какие-нибудь там немецкие технологии или еще что-то, да, тогда да, это может возникнуть вопрос на данный момент. А все вот то, что мы в Китае взяли, ну, в принципе, что, понадобится какая-то деталь, мы ее закажем, вплоть до того, что на Алиэкспрессе. Вот тоже то же самое нам, например, купил этот фонд будущих поколений в то же время, ну, вместе вот с этим, да. Это сублиматор. Он, между прочим, бытовой называется, хотя он к нашим научным целям вполне подходит. Сублиматор – это вещь, которая сушит все, что угодно, удаляет воду с помощью вакуума. В таких же вещах делают доширак, если что. Интересно, а вот и чаи в таких штуках сублимированный чай? Кофе. Вот растворимый кофе – это сублимированный кофе вот в таких же примерно штуках. Я просто слышал. Потому что на заводах там у них огромные там такие емкости, а это маленькие. Вот.
Но здесь вот мы, например, экспериментировали, сушили там и грибы, ягоды, мясо я сушил. Все получается и вообще отлично, идеально. То есть, а потом-то есть можно? Конечно. Типа, Сушеное мясо, вот оно как такой сухарик, да? Его кинул в воду, в да? воду кинул, и у тебя мясо там плавает, нормальное. То есть его можно варить? Да, Ну, я имею в виду, что сушится в сыром виде. да. Ну, все, что сушится в сублиматоре, сперва замораживается. Нужно заморозить, а потом туда. И он сушится из сухого состояния. То есть вот вода, которая в нем находится, из-за льда сразу улетает. Там не бывает жидкой фазы. Если там будет вода жидкая, и мы его включим, там вода вскипит, и все это выплеснется. Потому что там вакуум глубокий. Понял. Вода вскипает при 0 градусов. Такое вот. Интересно. Это вот вторая вот вещь такая, которую нам купила республика, как раз вот на волне того, что нам нужно было готовить вот бетуклодин. Мы тогда готовили часть, составную часть одну из бетуклодина, бетулин, готовили сами из коры березы нашей. Вот поэтому вот это Незаменимая нужно было для просушки, да. Сейчас уже просто для науки используем. А до этого как сушили без этого аппарата? Ой, как мы только не сушили, вплоть до духовки. Да-да-да, это было сложно. Понятно. Но сейчас-то уже, Сейчас уже, жизнь наладилась. Конечно, научная. да. Это хорошо. Это как снабжение, по сути, наше. Так, ну вот это у нас один из самых основных агрегатов для производства вот всех наших порошковых, в общем-то, работ, дел. Ну и эксперименты также проводим на нем, да. Это механоактиватор называется, механохимическая мельница. Принцип ее работы такой вот интересный, да. Вот здесь вот ротор есть у нас. Сюда ставятся вот такие вот стаканы, вставляются. Вот. Внутри стакана насыпаются металлические шарики, стальные. Типа подшипника? Типа от подшипника, да, 5 миллиметров. И в этот же стакан насыпается что-то, что мы хотим механоактивировать. Вот. И вещество типа порошок или как? Да, в сухом виде все это происходит. Здесь нет жидкости, ничего такого. Вот. Почему называется механохимическая мельница? То есть механика, механическое воздействие и химия. То есть идет реакция в сухом виде. Вот так вот. А реагент? А реагенты, ну какие засунешь туда? То есть туда же все реагент, сюда. и он типа, химическая реакция, и вот при механическом раскрутке, да? Да, получается, оно крутится в двух направлениях. Сперва вот по кругу, и плюс оно трется о бортик, и поэтому крутится, вот катится по нему одновременно. Из-за этого все шарики там ездят по внутренней стенке и создают очень большое усилие давления за счет центробежной силы, за счет всего, да? Вот. Ну и, соответственно, происходят вот различные реакции, которые потом мы используем для того, чтобы что-то выделить или получить новый препарат уже из двух компонентов. Подумал, допустим. типа, вот стиральные машинки капсулы кидают. В стиральной машинке маленько по-другому. Ну, что-то напоминает. Это, знаете, это больше напоминает что-то типа для дробилки для камней. Вот на цементных заводах есть дробилки для камней. Ну, имеется в виду, что вот капсулы, тут стиралку кидаешь, еще там обычно, допустим, для пуховиков там шарики. Да, кстати, вот выбивание. Похожий процесс, да, то есть там и механическое воздействие, и химическая реакция. Но тут очень слабо, по сравнению с этой мельницей, в стиральной машинке очень слабое воздействие. Нет, это понятно, я просто как бы принцип очень похожести. Да, похож, очень похож. Мы переместились в лабораторию по производству БАДов. Ну, это биоцех, это не лаборатория, это биоцех. Ну, здесь производят БАДы, это эпсарин жидкофазный и ягель, тоже жидкофазный. То есть вот до этого мы были там, где твердофазные производятся порошки. Здесь мы производим жидкофазные препараты. Вот на данный момент уже вот приготовили к центрифугированию экстракта из пантов северного оленя. Вот это у нас очень замечательная центрифуга, которая как раз отгоняет все ненужные фракции в экстракте. Чистый кайф выделяет. Да. Вот таким вот образом он загружается. Где у нас крышка? Вот так вот.
Название Мистраль французское, а производство, по-моему, не французское. Из французского тут только название. Да, по-моему, это американское, насколько я помню. А. В свое Ну, время такое они очень дорого стоили. Название такое военное, Мистраль 6000. Да. Ну, потому что он до 6000 оборотов может раскрутить, А. центрифуга. Там очень большое усилие получается. И вот в этих стаканах все, что не относится к раствору, оседает на дно. После этого сливаешь чистый раствор уже, только то, что нам нужно. А осадок уже убирается, его отдельно можно использовать, потому что это жировая фракция из пантов. То есть выделено, ну, в пантах же есть жир. Да. Вот все жиры выходят в раствор, мы их сейчас осаждаем, оставляем полезный продукт для нас, то есть уже готовый псарин, по сути. А экстракт говорю, осадок вот в этих стаканах, его можно использовать потом отдельно. Мы, например, наметки там делаем сейчас, как бы его еще использовать. Безотходное производство. Ну, это полный цикл называется. По идее, вот я считаю, что все производства надо делать полным циклом. У нас, как правило, люди... Ну, я понимаю, почему это денег не хватает, да? Но вообще, вот, как правило, у нас получил какой-то один продукт, а потом все выкинул, отходы. А эти отходы еще очень даже полезные. Это как китайцы мы должны, там, чтобы все По идее, все в дело надо пускать, да. Это же очень выгодно, эффективно. Дальше, после того, как здесь отцентрифугировалось и мы слили, полученный продукт еще раз фильтруется. Вот у нас есть замечательный фильтр Sartorius фирмы. Это немецкая фирма, точно, уже знаю. Ага. Вот. Через нее проводим фильтрацию того, что мы отогнали на центрифуге уже. Вот сюда заливается, потом вот насос накачивает туда воздух, а через трубочку, получается, выдавливается вот сюда фильтр. Дальше мы прогоняем его, и через шланги проходит, и вот сливаем уже готовый продукт. Вот это уже полностью готовый продукт Апсарин. Который уже потом разливается. Его уже можно тарить по по бутылочкам, этикеточки и все прочее. Вот примерно так. То же самое у нас происходит и при производстве экстракта ягеля. Только там, в принципе, уже центрифугировать не надо. Там более простая технология. Тут в основном сразу через фильтрацию идет. В общем, где-то вот так. Вот наши достижения все висят. Сейчас мы в секретном кабинете 101. Не особо секретный. Ну, пусть это интрига, что ты портишь? Да. Что тут происходит? Потом заинтересуются, а что это у нас тут секретного? Будут приходить сразу странные дяди задавать странные вопросы. В данной лаборатории вот мы проводим химические анализы. В первую очередь аналитика того, что мы выделяем. То есть, например, вот мы какие-то новые разработки делаем, мы же должны знать вообще, из чего и что мы делаем, да? Вот в данной лаборатории как раз проводится основная масса всех наших химических анализов, да? Вот, например, здесь у нас вот жидкостной хроматограф. То есть мы из жидкости, из растворов различных можем выделить отдельные компоненты и сказать, что это, для чего это, сколько там вещества какого-то определенного, ну, не знаю, там. Сколько вешали в граммах? Из сока морковки мы выделили каротин, конкретное какое-то там вещество, и сказали, сколько его в этой морковке. Вот можем спокойно вот с помощью вот этих приборов делать. Здесь также жидкостной хроматограф, но у него еще есть интересное свойство, он массы веществ может определять. То есть МС-детектор имеется. А как этот анализатор работает? Хроматограф работает на таком принципе. Вот в растворах много разных веществ. Они все имеют разную растворимость, разную текучесть, разную вязкость. Да? И если очень упрощенно объяснять, они текут с разной скоростью. И когда вот этот прибор подает определенный поток раствора, он называется элюент. Элюент – это вот носитель, растворитель всего этого, да? Вот, он подает определенный поток. Протекают всегда сперва, допустим, там самые легкие вещества, да? Потом тяжелее. А мы их, как бы, получается, отсекаем. Раз, одно вещество, раз, второе. Как старт, стоп-финиш, типа, кто быстрее, да, пролетает. И получается, что в конце там самое тяжелое выпало. Самый медленный. Да, и мы, получается, вот сделали раскладку всего раствора. Что там есть? Вот.
Это, конечно, показывается не просто там формула сразу рисуется, нет. Это в виде графика, пики образуются такие, да? Вот. А уже потом эти пики можно анализировать и либо если в базе данных этого прибора есть вещество, то он сразу определяет, вот это то-то, то-то, витамин С, допустим, да? Вот. А если в базе нету, то он предполагает, он говорит, где-то вот здесь находится, и там может такое вещество быть, может такое, или родственное. И мы уже тогда продолжаем искать вот конкретное вещество. Ну, понятно. Вот. Хорошо. Дальше. То же самое у нас вот с газовым хроматографом. Так, вот это вот тоже хроматограф, тоже получается для анализа веществ. Вот он у нас тут сейчас работает, он вообще всегда работает, его нельзя отключать. Если его отключить, то его включать приходится неделю. А если свет уйдет? То же самое, неделю. А У нас есть бесперебойник, мы его можем выключить, тогда раньше включим. Быстрее получится запустить, да? Вот. У него, по сути, такие же свойства, как и у того хроматографа, только он газовый, то есть он из газовой среды анализ делает, не из жидкости. Вот у нас вот гелий, например, есть, да? Вот в потоке гелия вещество испаряется при высокой температуре. Там тут колонка стоит специальная для этого. И уже вещество в испаренном виде проходит колонку. И насколько оно легкое, настолько оно быстрее эту колонку пролетит. И по сути то же самое. То есть вот самые легкие первые прошли, потом самые тяжелые идут. И мы то же самое вот здесь вот получаем такие пики. Много-много пиков, которые мы можем определить уже как какие-то конкретные вещества и сказать, сколько их в определенной навеске, сколько было. Ну, это тоже делается вот в таких вот виальчиках. То есть вот такие бутыльки туда погружаются и их там... Сюда образец определенного вещества. Ну, там специальная обработка перед этим, конечно, идет. Вот. Все ставится вот сюда в автосэмплер. Сюда 16 штук сразу можно поставить и включить. И он их все по очереди проанализирует. Вот так Парк. вот. Как говорил Александр Невский, вот так вот, да? Вот так вот, да. Понятно. Они эпсорин сейчас стали брать для напитка ЕС. А, кстати, вот новая, получается, линейка сильно Да, газированного тонизирующего напитка. То есть это лучше пить, чем вот всякие там вот привозные адреналины, там вот эти вот таурины содержащие? Там значительная часть кофеина, который там вот во всех этих присутствует, получается заменена на наш препарат. А он не такой вредный, как кофеин. К нему привыкания как минимум нет. Но сахара там все равно много, да? Или нет? Сахара там тоже меньше. Это учитывалось при разработке. Там обязательно было условие, что кофеина нет, сахара меньше. Полностью, по-моему, избежать кофеина не получилось, потому что в один из компонентов входит кофеин как компонент. То есть компонент компонента. Как-то вот так. Все равно же как бы меньше в процентном. Намного меньше, конечно. А в жизни еще вот какие БАДы у нас встречаются, которые мы вот если так вот посмотреть, да, как непредвзято, да, любое растение – это куча БАДов. Вот в любом растении абсолютно можно найти БАДы. Биологические, не БАДы, биологически активные вещества. БАК тогда уже, да? Или нет? БАВ. БАВ, ага. Да? А вот эти вещества можно выделить, например, и уже сделать БАД на их основе. Да? Другой вопрос, что как бы большинство растений содержат, антиоксиданты, они всегда и везде есть. Это вообще признак живых организмов, растений, например, да? Вот. В некоторых случаях они нужны, да. Например, у нас вот много лиственницы растет, да, вот у нас в республике. Угу. Вот лиственница содержит замечательное вещество дигидрокверцетин, сильнейший антиоксидант. Его используют уже давно вот в препаратах. Какая-то китайская компания, помню, тут что-то Нет, активно, там смолу, там что-то. Эвалар делает вот этот таковой. Смолу, лиственницы, они там что-то продвигали в капсулах, я помню. Ну, это я не знаю, что смола лиственницы, ее скорее как пожевать можно. Вот, ну, типа того, ну жвачка. там, то есть, Да. типа экстракт, там вот это из... Ну, опять же, это лиственница, причем здесь китайцы, я ее с детства жую, у меня мама все детство жевала ее, это вот просто в народе. Да, вот эту смолку жевать. Вот. А в древесине, вот в комле, например, лиственницы, есть вот этот ДКВ, да. Его используют, он хорошо влияет на легочную систему, на легкие, и на сердечно-сосудистую очень хорошо влияет. Вот это БАД. От конкретных, грубо говоря, двух вещей. Вот. Ну, двух проблем.
От чего? Вот. Сердечно-сосудистая и дыхательная система. Вот он при приеме помогает как бы ее стабилизировать, наладить ее работу, так скажем. Вообще вот все БАДы это, в общем-то, регуляторы в какой-то мере. То есть они что-то в организме регулируют, настраивают. А если много выпить, расстроят наоборот. Это регуляторные свойства, по сути. То есть лучше не увлекаться. Не надо увлекаться. Если знаешь, что тебе что-то не хватает, тогда принимаешь конкретные вещи. А вообще, кто может рекомендовать БАДы? Ну, в смысле, что для этого, Тот, тот же начать пить? нутрициолог может, допустим, да. Потом вообще от условий можно и самому себе, конечно, назначить. Например, там человек занимается спортом усиленно, да. Ну, есть определенная категория БАДов, которые помогут ему там нарастить мышцы, я не знаю, там, или быть более там выносливым, да. Кстати, вот тот же Ягель, детоксикант, проводились исследования как раз на тему выведения молочной кислоты из мышц у спортсменов. По-настоящему, вот если его принимать, молочная кислота выводится быстрее. Ну, это понятно, допустим, я имею в виду, что вот спортсмены, там, люди, которые следят, может быть, более пристально за своим здоровьем, Да. а вот, допустим, обывателям что делать? Обывателям, ну, есть препараты, например, которые конкретно рассчитаны, ну, против, там, скажем, простудных, вирусных и прочих вот этих чихательно-кашлятельных болезней. То есть, типа, весной, осенью, да? Почему бы нет, да, весной, осенью там, или в определенные моменты, когда знаешь, вот, ну, я, допустим, тоже часто достаточно болею, я примерно знаю, когда я заболею, периоды вот есть такие, да, в это время надо начинать пить там, да, вот тот же наш бетукладин, почему нет? Потому что любая простуда, это же не болезнь, это переохлаждение просто, а болезнь уже потом на это переохлаждение садится, и там либо микроба, либо вирус. Ну, начинают атаковать. Да. Там, То есть вот если мы повысим себе немножко сопротивляемость вот какими-то препаратами, мы не заболеем. Или заболеем, ну так, чихнул 2 раза и пошел дальше. То есть можно и без там советов врача, типа такого. Ну, да? БАДы, в принципе, да, они как на них всегда и пишут, типа, без рецепта врача и прочее. Но с другой стороны, если врач рекомендует, то это, наверное, более значимо. Потому что БАД, просто начать пить какой-то БАД, и не знаешь, а вот поможет он, не поможет, а нужен он мне или не нужен, да. А когда врач рекомендует, это, конечно, намного лучше, потому что он-то знает, он тебя уже обследовал, и он знает, что тебе надо. Ну, это получается после там анализов, да, после Да. консультации с лечащим врачом. Ну вот как, допустим, самый простой момент с этими БАДами, да. Витамин D вот сейчас у нас много людям назначают там, да, вот. Витамин D, я согласен, у нас его нехватка в республике, да. Но все-таки, мне кажется, надо проверять, есть он у меня, нет его, сколько его у меня. А как его проверять? Ну, я так понимаю, это какие-то анализы биохимические тоже делают по крови. Кровь сдавать? Ну, вероятно, да. Я, честно, не вдавался в подробности, как его проверяют, ну, где-то так. Опять же, ну, хорошо, нехватка у меня там витамина D. А сколько его принимать в день? А много ли, а мало ли? Опять, вот если по витаминам смотреть, да, многие витамины же не усваиваются без определенных спутников. Вот есть такое, как рекламировать, наверное, нельзя, да? Препарат витаминный, поливитаминный. Там 3 разноцветные таблеточки. А, я понял. Вот. Почему они в разное время принимаются дня? 3 раза в день, 3 таблетки разного цвета. То есть одна утром, Да. днем и вечером. Потому что в одной витамины, которые друг другу помогают усвоиться, в другой витамины, которые друг другу помогают усвоиться, и в третьей также. Ну и минералы там также. Ну, типа там сопутствующие сложены, да. вещества. Потому что если, например, из первой таблетки и из второй смешать витамины и минералы, они не усвоятся никто, они будут мешать друг другу усваиваться. Вот такое тоже есть. Ну, то есть это такой правильный принцип. Правильный принцип принятия приема. витаминов. Кроме, вот, получается, таблеток, что еще можно там? В овощах, фруктах? Ну, овощи, фрукты это само по себе, ну просто источник там полезных веществ, витаминов. Там. Зимой это что делать? Ну как что? Овощей и Что, фруктов тоже- мало или то- там вот конские цены? То же, что и мы все делаем, выкраивать деньги на овощи, Выращивать витамины. дома, да? Не, ну, как вариант, есть еще старый дедовский способ заготовки. Ну, это уже, не знаю. Ну, то есть вот... Не, ну, опять же, вот смотрите, все забывают про, так скажем, исторические какие-то моменты, да, когда вот спасались там от всяких цинги, там, авитаминозов различных. Чем?
Ну, вот хвоей сосны, допустим, то же самое. Заваривали чай, из нее пили. Да. Хорошо, Когда что просто она ничего не было, ну, зелёная. люди уже начали, там, у них зубы выпадают и прочее, да, цинга, например. Как цингу лечили, ну, вот в таких ситуациях? Пили вот этот отвар из хвои. Там есть витамин С. Вот. Но это уже, конечно, крайний случай, когда вот вы где-то в лесу, не знаю, застряли там и уже не можете выбраться в течение полугода. Ну, так придется делать. А так-то в современной жизни у нас есть возможность витамин С найти. И очень даже много. Капустку. Я с нутрициологом говорил, надо Да. вот типа квасить побольше капусты. Квашеная капуста, да, содержит очень много витамина С, в отличие от свежей. Ну, там она начинается ферментироваться. Да, квашение, оно как раз выпускает витамин С в свободном виде. Что, как бы, подведя итог, можешь порекомендовать? По БАДам, я имею в По виду. БАДам? Кушайте хлеб с бетулином, пейте Нет, я водку. рекламировать не буду. Сами попробуйте, решите, нравится вам или нет. А насчет БАДов, подходите к этому все-таки поразмыслив и постарайтесь разузнать все о том веществе, которое вы хотите принимать и думаете, что оно вам полезно. Посоветуйтесь с врачом все-таки. Я считаю, что не стоит вот просто бездумно вот так вот их принимать, потому что, ну, во-первых, это просто вы потратите, может, деньги зазря, да, вот. Кроме того, некоторые БАДы могут быть реально вредными для конкретного человека. Я не говорю, что они невосприимчивые, там, да? вот этот БАД вредный. Нет, он может быть полезный для меня, а для тебя, например, вредный. То есть вот надо смотреть и узнавать, что это такое, для чего оно нужно. Потому что в народе сложилось два мнения про БАДов, про БАДы. БАДы — это все вранье, на нас хотят нажиться, это все не надо, да. И вторая категория, вот чем больше БАДов съем, тем лучше. Типа как панацею воспринимать. Да, такого не бывает. Истина То где-то есть самые посередине. сильно действующие препараты вообще это не БАДы, это лекарства. Вот они реально действуют очень быстро и эффективно, да. Но они, как правило, содержат в себе много минусов. Токсичные, там вызывают аллергии, вызывают еще что-то, там много чего. Все побочные действия, как говорится. Вот, поэтому надо при приеме БАДов надо думать, а нужно ли мне оно. А сегодня мы поговорили с Михаилом Шашуриным, биологом, о биологически активных добавках и о биологически активных веществах. В моей голове они как-то все равно не совмещаются, но это вот две большие разницы. И мы вот, исходя из того, что вы посмотрите, надеюсь, в отличие от меня, поймете разницу. Как их добывают, где вообще могут происходить, ну, я имею в виду, что это животного происхождения, БАДы, растительного, где встречаются, в каких продуктах, как их можно купить, что лучше есть и там вот в составе готовых продуктов, либо уже в виде таблеток или пилюль.